Восьмые-десятые века – золотые времена абхазской истории, когда в результате внутреннего развития и благоприятных внешнеполитических условий происходит создание новой политической единицы – создание Абхазского царства. И сегодня тема нашей лекции – «История Абхазского царства». Период Абхазского царства является одним из самых знаковых в истории нашего народа. Багашба Олег Хухутович, абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки Республики Абхазия. Окончил Абхазскую школу номер 10 имени Лакоба с золотой медалью. Затем историко-филологический факультет СГП имени Горького с красным дипломом, аспирантуру Института археологии Академии наук СССР. В 1968 году начал работать в отделе археологии Аби-Али имени Гулия. Затем зав. Отделом истории этого института. Более 25 лет преподает в Абхазском государственном университете. Защитил кандидатскую диссертацию «Материальная культура средневековой Абхазии» и докторская диссертация «История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье». Проводил раскопки поселений, могильников, соборах в селах Мукбедия, храма Симона Канонита, архитектурных комплексов древней средневековой Абхазии. Основные научные интересы – археология, история ремесла Абхазии и Кавказа в целом. Является одним из авторов учебников истории Абхазии 10-11 классов, а также истории Абхазии с древнейших времен. Автор более 150 научных работ, в том числе 15 монографий. Является первооткрывателем самых ранних мечей III-IV века из дамасской стали на территории бывшего СССР. Одно время писали, особенно это было в романтический период, после 1925 года выхода работ Гулия, Кудрявцева, Ашхацава, Басария. Там даже публиковались список абхазских царей, диван абхазских царей в разных вариациях, начиная с Досифея. Там и Селезнев был, и сам Гулия писал, Бакрадзе, Такаишвили. Вот. Потом наступил момент, когда об Абхазском царстве вообще ничего не писали. Я помню даже вот в эпоху оттепели работа была в рукописи Джанаши об Абхазском царстве, которая была, видимо, опубликована потом гораздо позже, перед войной. Но там особенно такого нового ничего не было. Все было потом использовано в работе Зураба Вианоровича Анчабадзе, которая была, собственно говоря, в период оттепели написана. Но там что приходилось писать? Приходилось писать ему то, что основалось в VIII веке, образовалось Абхазское царство, но оно называлось западно-грузинским, так называемым Абхазским царством. Но тут, понимаете, что получилось? Тут смешивали два понятия. Одно географическое, другое политическое. И вот я помню, вот последний раз, когда я виделся с грузинскими учеными, это было в 1991 году, как раз в момент ГКЧП. Через день-два ГКЧП состоялось. Вот. Тогда проходил Международный конгресс византинистов. И между нашими историками, в частности, Ириной Агербой и там Ермолай Аджинджел и известный апологет грузинской медиевистики, это Марика Лорд-Кипанидзе, возник конфликт, связанный вот как раз с Абхазским царством. Ну, настал какой-то момент, и я тоже решил вмешаться, я задал ей вопрос, чтобы она назвала какой-нибудь
либо европейский письменный источник, либо грузинский, либо армянский письменный источник, где бы Абхазское царство называлось западно-грузинским, или наоборот, западно-грузинское царство называлось абхазским. На меня зло посмотрела Марика Лартипанидзе и сказала, что такого письменного источника нет, и объявила перерыв. Ну, потом подходили другие ученые и жали мне руку. Но не в этом дело. Ну, а потом уже, вы знаете, вышли учебное пособие и учебник для 10-11 класса, еще для 7 класса. Там уже больше говорится тоже об Абхазском царстве, но, конечно, какое-то влияние советской грузинской школы каждый из нас, историков, испытывает, особенно моего поколения. Но я, собственно говоря, аспирантуру проходил в России, не в Грузии. Так что несколько я свободен от их, значит, точки зрения, вот, и стараюсь выглядеть, как выглядят европейские ученые. Что я буду говорить об Абхазском царстве сегодня? Это, во-первых, что-то новое, что-то старое. В общем, буду говорить в общем, обобщенно. Конечно, я коснусь условий, времени, границ, международного положения, социально-экономического развития, ну, немножко архитектуры, религии. Но я построю свое выступление так, что дам возможность выступить и моим коллегам. Я сейчас не буду цитировать Матиани Картлиса, где говорится, где многие, вы все знаете, это в учебниках написано. Но, значит, скажу, что там есть два таких момента. Это там написано, когда ослабели греки, и говорится о том, что царь Леон II воспользовался этой слабостью, а он был, значит, очень близким родственником хазарского царя, вот, по материнской линии, вот, и воспользовался слабостью византийцев, там написано греков, и завладел Абхазией и Игрисией. Игрисия – это Лазика, по византийским источникам, по грузинским Игрисии. И, значит, объявил себя абхазом до территории Лихии. И в то время как раз, значит, Иоанн там назван тоже, это сын картлийского царя Арчила, был мертв, и Джоншер стар. В итоге, значит, на арену выступил наш Леон II, царь. Но это так говорится в летописи. И, собственно говоря, мне кажется, что, возможно, это так оно и было. Там спор идет о том, вот это два процесса, когда ослабели греки и когда он завладел Абхазией и Игрисией, Леон II. Это одномоментный процесс или же два процесса разномоментных? Ну, мне кажется, что это, в общем-то, если это даже разномоментные процессы, то они близко друг от друга отстоят. Ну и вот в связи с этим мы, значит, попытаемся, во-первых, коснуться хронологии Абхазского царства. Когда же оно могло возникнуть? Лично я за нижнюю дату беру где-то время 700, примерно 54, даже можно точно сказать 26 мая, и 786 год, это когда было написано это литературное произведение мученичества Абот Билели, и когда он был казнен, он, вот этот Абу Хабиб, он был
казнен за то, что он принял христианство где-то в 786 году. Вот в этом промежутке я считаю, что уже это геополитически, по-всякому это царство состоялось. И почему? Во-первых, если взять 754 год, уже в это время абхазский католикос Иоанн, побывав в начале 40-х годов вместе со своими монахами, коллегами в Антиохии у Макария архиепископа, и тот его рукоположил, потому что остальные там погибли во время дороги. И этот абхазский Иоанн рукоположил Иоанна Готского. Иоанна Готского как раз в 754 году, значит, он был настолько силен, что мог рукополагать других. Причем Абхазия тогда не поддерживала иконоборчество, и ближайшей территорией это была Готия, которая тоже не поддерживала иконоборчество. Значит, в этом плане какая-то была автокефалия уже к этому времени, 754 году. А к 786 году, к этому времени, Хабиб говорит, что Абхазию он нашел христолюбивой страной уже, христолюбящей страной, имеющей своего правителя, епископа и священников. То есть я хочу сказать, что к этому времени уже, видимо, произошло объединение, конкретно трудно говорить, потому что даты не указаны. И даже когда греки ослабели, то есть Византия могла слабеть, государство могло слабеть в разное время. Мой студент Тараш Хутова уловил этот момент, но там все равно все это предположение. Я этого не буду касаться момента, наверное, он сам расскажет об этом. Так вот, значит, я считаю, что вот в это время как раз, к 786 году уже, я думаю и уверен в том, что Абхазское царство уже состоялось. А почему Леон II? Леон II, он воспользовался моментом. Сейчас возникает вопрос, может быть, Леон I был жив, не был, но то, что Леон II, конечно, был узурпатор, это у меня тоже не вызывает сомнения. Он воспользовался тем, что Леон I, он был, значит, женат на двоюродной сестре Иоанна, сына Арчила, то есть Гурандухт. То есть он фактически владел вот этим Лазика и Гриси еще при жизни Иоанна. Но когда Иоанн умер, то тут, видимо, вот этот воспользовался Леон II, и вот он тогда, значит, собственно говоря, захватил власть. Но это все, видимо, произошло вот к 786 году, уже такое произошло. Теперь еще в письменном источнике говорится о границах Абхазского царства. Я бы хотел немного поговорить и о границах, потому что у нас неразбериха здесь происходит. Значит, в связи с западной границей и восточной границей Абхазского царства. Во-первых, в этом мученичество Абод-Белели, это значит, там указывается Рейская и Напсайская гавани. А вот в X веке существует письменный источник, связанный с Константином Багрянародным. А Константин Багрянародный это был император, но не простой император, он очень был хороший историк. И вот он описывает территорию эту примерно так.
И это очень важно, потому что это единственный письменный источник, где указаны границы. Значит, от Таматархи, этот Мутаракань, в 18-20 милях находится река Укрух. Это Кубань. От реки Укрух до реки Никопсиса, это где, кстати, похоронен Симон Канонит, до реки Никопсиса и одноименной крепости находится страна Зихия. И расстояние 300 миль. Вот представьте, это большое расстояние. От Никопсии до Сатириополиса страна Абхазия, тоже 300 миль. И что получается? Вот благодаря с легкой подачи Бруна в 18-х годах XIX века стали говорить, что Никопсия находится в районе реки Нечепсухо, Нигопсухо. Рядом где-то с Туапсе. Вот. Если провести там, то тогда, значит, если отложить 300 миль, то тогда попадает это на Пицунду примерно, Сатириополис. Сатириополис попадает на Пицунду. А тогда вот эта территория вообще основной части всего Абхазского царства в X веке, в период ее расцвета, куда девается, непонятно. Первый, кто, значит, то, что Сатириополис находится в Пицунде, после Бруна еще писал Анчабадзе, а за ним Хрушкова. Но потом она, увидев это противоречие, она сделала два Сатириополиса. Один там, где нужно сейчас, а другой все-таки в Пицунде. Ну, другие считают, что Сатириополис находился в Севастополисе. Теперь, единственный, кто первый обратил на это внимание, это был Юрий Николаевич Воронов. Он сделал простую вещь. Он взял курвиметр, нанес на карту вот эти, значит, расстояния, мили, вот. Но не, это он тогда просто мили нанес, не те мили, которые тогда были, в то время, в X веке. И пришел к выводу, что, значит, находится это Сатириополь, этот Никопсия находится в районе не Нечепсуха, а в районе Цандрипша. Теперь, значит, я продолжил его работу и отмерил, взял Плиния Старшего, который мерил шагами, потом Флавия Ариана, который уже стадиями мерил, потом Псевдоариана, который мерил километрами, потом взял Багрянародного, который мерил милями, потом взял Воронова и взял Хрушкову. И вот я все это нанес на таблицу. Но я начал отсчет не со стороны Таматархи, а со стороны Трапезунда. Потому что тогда я еще не знал, что Сатириополь, я думал, Сатириополис находится в районе Трапезунда. Но я тогда не знал, что Сатириополис находится в районе Борчка. Эта Борчка находится тоже на территории Турции в устье реки Чорох. Там, где рядом крепость Артануджи. Ну, в общем, где-то в районе Трапезунда. Ну, не совсем, но, в общем, так. Так, и что у меня получилось? Вот эти все пропорции, о которых говорил Багрянародный, у меня тоже совпали, хотя и разными этими, ну там и шагами, там и стадиями, но когда мерил я километрами, милями, я взял за точку отсчета римский пас, римский шаг, который состоит примерно из 146 метров 46 сантиметров. То есть метр это примерно так раз, два, вот, значит, примерно один пас. Вот, да, и, значит, что получилось? Получилось, что фактически у меня тоже приблизительно падает на Цандрипш, может быть, иногда до Веселого, вот так дотягивает. Таким образом, вот это высказывание Багрянародного, которое все игнорируют,
А почему игнорируем? Здесь политика возникает, потому что это устраивает и грузинских историков, и абхазских историков. И даже был такой случай, когда Мазниев дошел до этого Туапсе, он попросил Басария написать справку, что Абхазское царство доходило до Туапсе. Но Басарий отказался. Значит, и тех, и других устраивала эта граница, значит, в сторону, значит, Туапсе. Но, собственно говоря, кроме Багрянародного ничего нет у нас. Единственное, знаете, что есть? Единственное, есть вот в работе Анчабадзе есть ссылка на Кудрявцева, который якобы в селении Лдза слышал, что кто-то рассказывал легенду, что абхазский царь Георгий II построил крепость в Анапы, на расстоянии вытянутой ладони. Но я не знаю, верить такому просто какой-то легенде, это, конечно, сложно. Я верю Багрянародному. Таким образом, значит, вот границы в период расцвета Абхазского царства, по моему мнению, были такими. Потому что там четко сказано 300 миль и 300 миль. Другое дело, может быть, имелись не политические, может быть, политическое влияние Абхазского царства и было там, и на Зихию распространялось, но так написано. Я не вдавался в эти подробности, потому что это сложно, потому что с этой стороны никто не изучал. Если смотреть адыгов, то граница между адыгами и грузинами проходит по реке Ингур, а Абхазии вообще нет. Вот что же потом происходит? Вот, значит, после 1978 года происходит смена династии. Но мне кажется, я так думаю, что со сменой династии вот в тот момент, собственно говоря, ничего не произошло. Ну, конечно, династия сменилась, а по сути багратиды так себя позиционировали в Абхазском царстве. Например, царь Баграт, но он, если считать по нашей династии Баграт II, а по той, по которой мы обычно пишем, это Баграт III, то, значит, он писал: «Христе, возвеличь Баграта, царя Абхазов». Но он, собственно говоря, потому и составил диван абхазских царей, чтобы как бы узаконить юридически, да, свое «я». Да, и вот то же самое пишет его сын. То же самое пишет его внук. А уже вот у Георгия III, у Георгия II, вот, по вот этой классификации хронологической или как это, династической, то он уже, судя по монетам Лыхнинского клада, он уже пишет: «Я царь Абхазов и Картлов». Вот. И еще впервые он называет себя кесарем. Но я сейчас не буду касаться всех царей, и я единственное скажу, что на первом месте они всегда писали, что они цари абхазов. Вот. И что еще я единственное хочу сказать, что, безусловно, при царском дворе были вельможи абхазы. Вот, собственно говоря, когда происходила смена династии, там Иоанн Марушидзе был. Вот. Но вы знаете, что когда передавалась Анакопея, был этот Отагу Чачаздзе, до того Шервашидзе, потом Дардин Шарвашидзе, это уже во времена царицы Русудан. Но, значит, мне еще кажется, вот какая... Да, еще при царском дворе пользовался, скорее всего, большим уважением абхазский, абсарский язык. Почему царица Тамара назвала своего сына Лаша, который потом правил. Вот мне еще кажется, что после багратидов наступила династия сасланидов. После смерти царицы Тамар
ее, значит, на престол пришел, значит, сын ее, ну, Осетин. Давида Сослана сын, ее сын. И, скорее всего, династия Сосланидов началась. Ну, потом, значит, как вы знаете, в 1245 году это царство распалось. И распалась она, опять-таки, на два царства. Одно было западно-закавказское царство, это Давида Нарына, которое называлось царством Апваз. И западно-восточное, да, государство, это уже, ну, если так условно, можно назвать грузинское. Таким образом, что я хочу сказать? Несмотря на смены династий, там, по моему мнению, значит, после Багратидов сменилась династия, стала Сосланидов. Значит, Абхазское царство во всех источниках, хотят этого, не хотят, во всех источниках и европейских, византийцы не иначе, как называли ее Абазгия, Авазгия, и в XI веке. А, значит, и в армянских источниках, и в грузинских, и даже времен Давида Строителя, вот у Георгия Кедрина, который цитировал Скилицу, у него тоже абхазский царь Давид. Ну и, естественно, и царица Тамар тоже. Но тут, понимаете, тут нужно, видимо, подходить с какой точки зрения. Возможно, какой-то акцент менялся, что-то менялось, потому что, возможно, и вельможи менялись. Это все надо изучать. А пока, значит, хотят этого, не хотят. В общем, это царство, несмотря ни на что, ни на смены династии, ничего, оно называлось Абхазским царством. А как, что там, это уже должны изучать другие, вот, уже помоложе люди. А еще я хотел бы сказать о международном положении Абхазского царства. Это, во-первых, ее очень почитали. Это видно из документов килевцев, табели о рангах, особенно вот времен Константина Багрянародного, где Георгия II называли блистательный эксисуаст. Вот. И, значит, говорили о его царском достоинстве, о духе соучастия и чистоте дружбы. Потом византийский император, он присылал, одаривал булой, то есть печатью, например, абхазских царей и аланских правителей булой в 2 солида. А вот, правда, хазаров и армян 3 солидами. Если говорить о Древней Руси и Картли, то их правителей он, значит, одаривал булой в 2 солида, но без всяких эпитетов он называл их, просто называл архантами. И еще вот хотелось сказать о том, что, помимо всего прочего, Абхазское царство создало очень такую запоминающую, своеобразную материальную культуру. Это даже называет ее Абхазской школой в церковном зодчестве. По моему мнению, ключ к этой школе находится в селении Алахадзы, где-то конец 7-го, начало 8 века. Вот. И в основном абхазские цари вели очень активно восточную политику. На сегодняшний день наши историки считают о том, что главный источник возникновения Абхазского царства является источник летописи Картли или по-грузински Матьяни Картлис. Хотел бы сказать о том, что название этого источника, оно условное, ее дал Симон Николаевич Джанаши. Сам источник названия никакого не имел. Так вот, опираясь на этот источник, историки сделали вывод о том, что Абхазское царство создалось примерно где-то в 80-х годах 8 века. Одним из самых первых интерпретаторов этого самого источника был Вахушти Багратионик,
который заложил концепцию о том, что после Леона I на престол Абхазского царства взошел Леон II. И с этого момента начинается возникновение Абхазского царства. На сегодняшний день точку Абхазского царства создалось в 786 году. Писали лишь только Мария Брассе, Вахушти Багратиони и Евктимий Такаишвили писали о том. Но их точка зрения на сегодняшний день ничем не поддержана. Они, конечно, и пытались, основываясь на диване абхазских царей, сделать хронографию, но если основываясь на летописи Картли. Но если брать хронографию летописи Картли, она не совсем верна с проблемами абхазскими царями и византийских правителей. Есть еще мнение Симона Николаевича Джанаши, который говорит о том, что, опираясь тоже на источник летописи Картли, где говорится о том, что когда ослабли греки, Леон пришел к власти, опираясь на это, Симон Николаевич Джанаши выдвинул теорию о том, что Абхазское царство образовалось в 797 году, когда царица Ирина взяла, ослепила своего сына Константина VI и пришла к власти. И он считает это моментом ослабления Византийской империи, когда Леон II мог прийти к власти и создать Абхазское царство. Но если просмотреть историю Византии 8 века, вот именно вот этот период, 797 год, нельзя, и правление царицы Ирины самой нельзя брать под ослабление Византийской империи. Так как мы знаем о том, что во время вообще начала правления Ирины сицилийский правитель Елпидий хотел возвести на престол кесаря Никифору, но, и, к сожалению, этого не получилось сделать. Царица Ирина жестоко подавила это самое восстание. И все восстания, вообще, которые происходили при правлении царицы Ирины, они жестоко подавлялись. То есть братьев Льва IV, она всех некоторым отрезала язык, а других ослепила, чтобы они не смогли прийти к власти. И именно 797 век, то есть 797 год нельзя брать под ослабление Византийской империи. Наоборот, это как раз-таки когда констатируется властью царицы Ирины, когда любые сепаратистские тенденции подавлялись в Абхазском царстве. Есть еще мнение о том, что Абхазское царство создалось где-то между 773 и 774 годом. Это мнение выдвинул Георгий Александрович Амичеба, который говорил о том, что после нападения эмира на Тбилиси, который разрушил город Тбилиси в 764 году. После этого прошло какое-то время, и период с 773 по 744 год произошло Абхазское царство. Также есть мнение грузинских ученых, Мариан Давыдовны, Лорд Кипанидзе и других, которые говорили о том, что Абхазское царство создалось в конце 8 века, но здесь мы можем прямо говорить, что это была политическая подоплека, это данное мнение. Тут Олег Хутович говорил о том, что Абхазское царство примерно создалось в 754 году. Это падает на проблему правителя Константина V Византийской империи. Вот если брать правление Константина V Византийской империи, да, царство не испытывало никаких она была сильным, очень окрепла к этому времени, но если вспомнить более тщательно правление Константина V, то мы видим, что во время начала его правления в Византийской империи произошла 16-месячная гражданская война, после чего в 744 году по 750 годы была страшная чума, из-за которой пришлось сделать большие переселения, которые повлияли на экономическое положение Византийской империи. Помимо этого, в 751 году мы должны сказать о том, что у Византийской империи был, лангобарды отняли Равенский экзархат, и он прекратил подчиняться им. Вот как раз-таки правление Константина V, как говорил Олег Худович, можно назвать ослаблением Византийской империи, и как раз-таки самым удачным периодом возникновения Абхазского царства. Тут еще Олег Худович опирался на источники в абхазском католикосате, Иоанне и так далее. Так вот, на сегодняшний день, если опираться на эти источники, у нас есть 5 источников, говорящих о возникновении абхазского католикосата именно в этот данный период. Это Ефрем Цирин, Никон Черногорец, Михаил Брек и антиохийский патриарх Макарий и иерусалимский патриарх Досифей. Так вот, если исходить из этой теории, можно сказать, что вот когда Абхазское царство, там говорится о неком царе Давиде, что можно сказать, что вот этот царь Давид, который послал делегацию в Антиохию, именно при нем все он это сделал для того, чтобы утвердить свою независимость. И где-то в период с 744 по 754 год произошло возникновение Абхазского царства. Ты очень хорошо это разложил по полочкам насчет этого ослабления греков, это все понятно, но я не знаю, видимо, надо было еще отметить, в каком родстве находились, вот это надо обязательно. Это важный момент, ты это знаешь, и вот я это имел в виду с хазарами.
Да, совершенно верно. Это играло одну из самых значительных ролей. В самом источнике летописи Картли сказано, что Леон II является внуком хазарского кагана, и при помощи них он отложился от Византийской империи и смог прийти на престол Абхазского царства. Оно играло, конечно, большую роль в возникновении Абхазского царства, так как в этом времени хазарский каганат обладал большой силой. Вот к началу 8 века он был слаб за то, что он нападали туда арабские войска, потом он восстанавливался после 50-х годов. И лишь только вот к 786 году, к этому времени, хазарский каганат настолько креп, что мог диктовать свою позицию. И даже Византийская империя не спорила с мнением хазарского каганата, можно сказать, что. Тем более Византийская империя и хазарский каганат тоже имели родственные отношения. Уже на протяжении 100 лет, да, вот начиная даже с 19 века, 200 лет, спорят, и по сей день спорят об Абхазском царстве, спорят абхазы между собой, спорят грузины и абхазы между собой, спорят русские, армяне, греки, абхазы между собой. Но все равно конца, скорее всего, пока и не будет. Почему? Потому что прямых письменных свидетельств, которые утверждают или которые опровергают какие-то мнения, напрямых таких у нас пока нет. Я думаю, что они будут. Вот что касается культовые сооружения, что касается архитектуры. Конечно, вдруг и внезапно, как вы понимаете, Абхазское царство не могло возникнуть по мановению волшебной палочки, так и абхазская архитектура не могло возникнуть на голом месте. Для того, чтобы что-то возникло, конечно, какие-то эпохи предшествующие должны были подготовить почву. Эти почвы на территории Абхазии, современной территории Абхазии мы имеем, а Абхазское царство, как вы понимаете, оно охватывало гораздо большую территорию. Тем более Лев Хохотович захватывал ту территорию, которую сегодня можно было бы назвать Западной Грузией с городом Кутаиси. Это все наша территория. Так вот, исходя из нынешней территории, того исторической, да, вот границы исторической территории Абхазского царства, у нас сегодня сохранилось достаточно большое количество памятников, которые не похожи ни на византийские памятники культовые, ни на армянские памятники культовые на территории Армении, на территории Болгарии, которые встречаются, скажем, и на территории Грузии. И, возможно, на территории Лазики, то есть Мигрелии. Тоже, если время будет, я это тоже хочу подчеркнуть. Почему? Потому что, вот посмотрите, ведь по истории было известно, что до реки Бзып граница распространяется Абазги. И вдруг, совершенно случайно, конечно, ничего случайного в науке не бывает, территория продвигается аж до границ, до реки Псо. Значит, когда раскапывали храм Цандрыпский, выясняется, что в этом храме, значит, во вторичном использовании лежит камень с надписью «Абазгиас». Случайно ли это? И следующий вопрос. За рекой Псо, в поселке Веселое, в 2010 году, значит, я был приглашен, участвовал в раскопке храма. Храм был выявлен еще в конце 60-х, 70-е годы Вадима Викторовича Бжаня, но не знали ни параметр, ни стиль, ни тип храма. А вот в 2010 году, когда раскапывали, вдруг внезапно открывается трехапсидная церковь. Сначала мы подумали, что это базилика византийского типа, а когда расчистили, оказалось, что это почти идентичный Лыхнинскому храму памятник. И как вы думаете, Лыхнинский храм, если, значит, имеет второй, свою копию на территории современной России, это, значит, храм будет принадлежать кому-то, что ли? Нет. Почему? Потому что именно лыхнинский тип или храм бзипского типа, или, значит, храм типа Мсукха, или Анакопийский, Симоно-Канинский храм, они имеют общий для этих храмов купольных, крестово-купольных, общие схемы, общие параметры, общие пропорции. И, конечно, точных датировок этих памятников нет. Вот то, что мы, значит, я участвовал, скажем, вот Веселое, раскопанный материал говорит о девятом, начале X века. Лыхнинский храм датировался долгое время X веком. Значит, можно тоже подумать о том, что эта датировка тоже не совсем верная, скорее всего, середина и конец IX века.
Подобный храм Лыхнинскому на Северном Кавказе у нас, вот кто знает или кто не знает, значит, это Зеленчукский храм, значит, в Архызе, идентичный Лыхнинскому храму, даже по размерам, как вот веселые. Ну, разница может быть 50-60 сантиметров. И еще, значит, барабан купола отличается от Лыхнинского. Ну, об этом можно будет говорить потом, наверняка, почему этот барабан отличается. Так вот, этот храм тоже, скорее всего, построен в самом начале X века. Почему? Потому что, вот вспомните, первое письмо, ну, может быть, не первое письмо, но письмо, написанное в 901 году Николаем Мистиком. Тогда, когда он стал, значит, патриархом константинопольским. Так он там говорит о том, что, значит, благодарит абхазского царя за содействие распространения христианства в Алании. Следующий этап 1905-1907 годы. Аланский митрополит и патриарх константинопольский Николай Мистик, они оба были посажены в тюрьму за схизма в церкви. Значит, если митрополит в 907 году уже существует в Алании, нужно думать, что церковная иерархия на территории Алании уже существовала. То есть были епископские кафедры, были приходские церкви, которые подчинялись митрополиту. Соответственно, для того, чтобы построить кафедральный собор, он должен был иметь определенную форму. Так вот, наиболее знакомой на тот период, скорее всего, формой и технологией была Лыхнинский храм. А поскольку оно был кафедральным, потому что это уже никто не сомневается, кафедральным, то форма купола имеет больше, значит, схожие черты с Пицунским храмом, большим кафедральным, чем с другими храмами. Значит, это вот навскидку, которую можно вспомнить, значит, архитектурные памятники времен Абхазского царства. Ведь времен Абхазского царства не только на территории Абхазии, значит, маленькой территории, современной территории Абхазии, но оно должно было быть и на территории Западной Грузии. Внутри и внешнеполитические успехи абхазских монархов на протяжении достаточно длительного исторического отрезка во многом были обусловлены устойчивостью политической системы, монолитностью государства. Думается, это обеспечивалось прежде всего за счет эффективного взаимодействия светских и церковных властей Абхазского царства. Церковь являлась важнейшим институтом средневекового государства. К сожалению, скудность источников не позволяет нам проследить основные этапы становления и развития церковной организации в Абхазии, выделить какие-то особенности церковной жизни в Абхазском царстве. Тем не менее, надо отметить, что обретение абхазами независимости политической и обретение независимости церковной тесно взаимосвязаны были и не могли быть разнесены значительно по времени. В научной литературе сложилось мнение, что образование абхазского католикосата произошло на базе объединения Абазской и Лазской епархий. Думается, это не совсем верно. Основой для образования абхазского католикосата должно было стать Абазское автокефальное архиепископство. Потому что на первом этапе абхазский католикосат должен был обнимать территорию собственно абхазским населением. Под власть абхазского католикоса могли перейти епископы Зиганийский и Никопсийский, ранее входившие, соответственно, в Лазскую и Зихийскую епархии. Вот. И также думается, что образование абхазского католикосата было возможно только в том случае, если большую часть клира составляли представители абхазского этноса, потому что шло образование национальной церкви. Распространение же власти абхазского католикоса на территории с иноэтничным элементом происходило постепенно, поэтапно, при активной поддержке светских властей.
Создание независимой церковной организации должно было сопровождаться оформлением соответствующей идеологической доктрины. Известно, что проповедническая деятельность учеников Христа или обретение мощи апостола давала церкви, поместной церкви право называться апостольской и тем самым открывала путь к автокефалии. Абхазская церковь сумела использовать существовавшие предания о проповеднической деятельности Андрея Первозванного на территории Причерноморья, а также и развить традицию о проповеднической деятельности и мученической смерти и погребении в Никопсии, то есть на территории Абхазского царства, другого апостола Симона Канонита. Значит, таким образом, Абхазская церковь позиционировала себя как автокефальная. К сожалению, имен абхазских католикосов, служение которых пришлось на 9-10 век, у нас не сохранилось, но в колофонах пергаментного Евангелия XI века имеется указание на абхазского католикоса Симона, современника автора записей. После включения в состав Абхазского царства территории Картлии, а также и других областей в церковном отношении подведомственных мцхетскому или картлийскому католикосу, существовали внутри царства две независимые церковные организации. Это Абхазский католикосат и Мцхетский или Картлийский католикосат. Всякие утверждения о том, что Абхазский католикос находился в подчинении Мцхетского католикоса, следует признать спекулятивными. Почему? Потому что сами грузинские источники, такие как летопись Картлии, история восхваления венценосцев, анонимный грузинский хронограф, целый ряд правовых документов совершенно четко свидетельствуют о том, что оба эти иерарха были равны, по крайней мере. Вот, никаким образом о подчиненности абхазского католикоса речи нет. Напротив, абхазская церковь имела преимущества, которые заключались в следующем. Во-первых, абхазские католикосы, иерархи абхазской церкви участвовали в церемонии коронации монархов, а во-вторых, в отличие от Мцхетской, картлийской церкви, как я уже сказала, абхазская церковь имела возможность позиционировать себя как церковь апостольскую. Сведений о проповедовании апостолов на территории Картлии в этот период не существовало, что подтверждают, скажем, грузинские историки, такие как Джавахишвили. Крестительницей картлийцев считалась святая Нино. Также следует отметить, что в источниках имеются данные о довольно напряженных отношениях абхазских монархов с картлийскими католикосами. Например, в самом начале XI века, в период правления второго представителя династии Абхаза-Багратидов Георгия III, который воевал с византийским императором Василием II, картлийский католикос Мелхиседек занимал провизантийскую позицию. Мало того, он регулярно получал богатые дары из Константинополя, о чем указано в мцхетском документе XI века. Таким образом, абхазские цари в своей политике могли опираться исключительно на абхазскую церковь. Надо сказать, что организованная по иерархическому принципу, централизованная, абхазская церковь стала интегративной частью монархической системы, выполняя важную социальную и идеологическую функцию укрепления власти абхазского монарха. Она давала соответствующую правовую базу как государству период правления Леонидов, так и Абхаза-Багратидов, обеспечивая духовную санкцию богопомазанности. Кроме того, хочется отметить, что если церковь идеологически поддерживала абхазских монархов, в свою очередь абхазские монархи заботились об материальном обеспечении абхазской церкви. Мы знаем, что они вели большое церковное строительство,
в том числе и на территории собственной Абхазии. Были построены прекрасные кафедралы. Соответственно, каждая кафедральная церковь, резиденция епископа была обеспечена соответствующими земельными пожалованиями. Причем даже имеются, правда, в небольших количествах иммунитетные грамоты на неприкосновенность церковных владений. Также мы знаем, что абхазские монархи участвовали в написании уставов и уложений для церковных учреждений. Таким образом, эффективное взаимодействие светских и церковных властей обеспечивало политическую стабильность и монолитность Абхазского царства. Военно-политические успехи правителей Абхазии и по сей день вызывают восхищение и гордость у их потомков за блистательную историю нашего народа. Ну а мы с вами прощаемся до следующей передачи.